И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. С 12 по 13 ноября президент Республики Науру барон Вака посетит Республику Абхазия с рабочим визитом. 12 ноября Рауль Хаджимба и барон Вака проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Науру, входят депутат парламента, министр здравоохранения и образования Чермин Скотти, депутат парламента, советник президента по особым поручениям Милтон Дюб, постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Мозес. 10 ноября работники милиции Абхазии отмечают свой профессиональный праздник – 96 лет со дня создания. В преддверии праздника в столице прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Смотрите материал, подготовленный пресс-службой МВД Абхазии. В преддверии Дня милиции личный состав Центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия во главе с министром Гари Аршпа возложили цветы к мемориалу славы в городе Сухум. В дань памяти героям цветы были возложены на Строевом плацу в здании Министерства внутренних дел у мемориальной стены воинам-сотрудникам Министерства внутренних дел Абхазии, погибшим при исполнении служебного долга. Ежегодное торжественное собрание в честь 96-й годовщины абхазской милиции прошло в Министерстве внутренних дел Республики Абхазия. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, дорогие гости! Сегодня мы отмечаем свой профессиональный праздник – День милиции. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, чистых рук, доброго сердца, поддержки людей, которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Счастья вам, удачи, любви и домашнего тепла. Спасибо. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравил премьер-министр страны Беслан Барцыц, спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерий Кварча, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, исполняющий обязанности председателя Верховного суда Омар Бирулава, заместитель генерального прокурора Ишсоу Какаля, заместитель министра обороны Республики Абхазия Гурам Инукоглы, официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации в Абхазии Станислав Апсава. С приветственным словом к коллегам и гостям выступил председатель общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий 1992-1993 годов, сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, начальник управления охраны собственности МВД Республики Абхазия, полковник милиции Аслан Геби. Как это было сделано, какими силами и их заслуги. Поэтому я назову цифры, а потом фамилии, которые никогда мы не слышали этих стенах. История милиции исчисляется столетием, а 24 года назад, когда Родина подверглась агрессии, большинство сотрудников органов внутренних дел, не раздумывая, встали на защиту государственной независимости и суверенитета страны. Испытанием мужества и преданности служебному долгу, родине и своему народу стал период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В наших рядах служат герои войны, орденоносцы. 41 сотрудник органов внутренних дел Абхазии погиб на полях сражения за нашу независимость, 80 при исполнении служебного долга. Мы склоняем головы в знак благодарности за их мужество. Наша жизнь зависит от того, кто с нами рядом. Еще природа распорядилась так, что силу отдала мужчине. И поэтому мужчина обязан быть защитником, опорой, надеждой, решающим все, какие только можно вопросы. Доброта – привилегия сильных. А вам в обязанность входит делать добро. Я желаю всем найти мужество и никогда никого не предать. И будьте счастливы, и пусть
И пусть нас бережут все наши друзья, мы все друг друга. И пусть мы все останемся людьми. Несмотря на все эти испытания, сотрудники милиции с честью и достоинством продолжают стоять на страже и защите Родины и правопорядка. В настоящее время личный состав Министерства внутренних дел Республики Абхазия выполняет поставленные руководством страны задачи в условиях новых вызовов и непростой криминогенной ситуации. Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в милицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. И именно от нас зависит порядок, спокойствие и уверенность граждан в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой. Спокойствие жизни – вот то, что волнует население Абхазии, гостей республики. И наша задача – обеспечить гражданам защиту от преступных посягательств. К празднованию 96-й годовщины со дня образования милиции приказом министра внутренних дел Гари Ашва за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей отмечены сотрудники Министерства внутренних дел и всех горрайорганов, которые представлены к наградам различной категории, присвоением очередных специальных званий, а также отмечены благодарностями и грамотами. Объявлена благодарность 99 сотрудникам. Досрочно сняты ранее наложенные дисциплинарные взыскания 19 сотрудникам. Присвоены очередные специальные звания младшего, среднего и старшего начальствующего состава 120 сотрудникам. Награждены почетной грамотой 21 сотрудник. Награждены нагрудным знаком «Отличник милиции» 25. Награждены медалью за безупречную службу 111. Награждены медалью за доблесть в службе 12 и награждены нагрудным знаком почетный сотрудник МВД РА 5 сотрудников. Товарищ министр, полковник Баланзин для получения награды прибыл. Служу Республике Абхазия. По доброй традиции празднования Дня абхазской милиции чествуем сотрудников Министерства внутренних дел, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, совершивших боевой подвиг и продолжающих быть примером для молодого поколения органов внутренних дел Республики Абхазия. Приказом министра внутренних дел Республики Абхазия медалью за доблесть в службе награждены 7 ветеранов, знаком почетный сотрудник награждены 2 и медалью за безупречную службу 2-й степени награжден 1 ветеран. Так повелось, что личный состав Министерства внутренних дел встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники органов внутренних дел решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств. В этот день принимают поздравления родных и близких все те, кто служит и служил в Министерстве внутренних дел, те, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка. Госдума России на пленарном заседании ратифицировала протокол к российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Абхазии в 2010 году государственного экспортного кредита в сумме 2 миллиарда рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. Об этом сообщает информагентство ТАСС. Протокол к соглашению предусматривает реструктуризацию задолженности. Срок погашения долга увеличивается на 6 лет. Окончание кредита передвигается с 2023 на 2029 год. При этом уменьшается ежегодная максимальная сумма платежа с 368 миллионов рублей до 143 миллионов рублей. Реструктуризация задолженности Абхазии по экспортному кредиту Российской Федерации позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет и уменьшить ежегодные платежи более чем втрое. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Дмитрий Сериков.
В Республике Южная Осетия прошло 12-е заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народов. И 8-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи. В заседаниях приняли участие депутаты Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия, государства Алания. В рамках повестки дня было рассмотрено несколько вопросов. В частности, принят модельный закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества, принято специальное заявление о поддержке Российской Федерации в борьбе с терроризмом как неотъемлемая часть государственной политики Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. В ходе заседаний парламентарии обсудили также вопрос о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития сообщества за демократию и права народов. Абхазское морское пароходство проводит дноуглубительные работы на территории грузового района Сухумского морского порта. На момент окончания работ бухта будет полностью расчищена от ила и мусора. Параллельно ведутся работы по увеличению пропускной способности перегрузочного комплекса. Подобные работы позволят обеспечить безопасность судов и улучшить качество мореплавания. Работы были проведены не только в столице, но и в восточной части республики. До конца текущего года планируется запустить и Ачимчирский морской порт. Работы по углублению дна планируется завершить в середине 2018 года. Только в Сухумском районе будет вывезено до 230 тысяч кубометров грунта и мусора. В районе порта Укрытия планируется довести отметку глубин до 4 метров, что в свою очередь обеспечит спокойный проход водных масс реки Адзябж. По перегрузочному комплексу планируется довести отметку глубин до 5 метров и параллельно будут проводиться работы по удлинению причальной стенки до 180 метров, что позволит единовременно ставить под терминальную обработку 2 крупнотоннажных судна. Как мы сейчас наблюдаем, вместе с грунтом, с илом приходят различные, скажем, мусор, бытовые отходы, что в свою очередь затрудняет процесс дноуглубительных работ. В основном это связано с попаданием какого-то крупного мусора в открывающиеся крышки трюмов. С Министерством экологии было согласовано место, где производится сброс всего выбираемого грунта, и сброс производится на глубину более 100 метров. 11-й Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» пройдет в Сухуми с 15 по 20 ноября. В рамках фестиваля будет день, посвященный абхазскому кино. Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» будет проходить в Абхазии уже в 4-й раз. Из 246 заявок в этом году в конкурсную программу фестиваля отобрана 51 картина в 3 номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы. Конкурсные фильмы зрители могут посмотреть на площадке фестиваля в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба в Сухуми. В рамках фестиваля «Кунаки» пройдут традиционные мастер-классы, дискуссионные круглые столы, выездные показы фильмов в городах Абхазии и в учебных заведениях республики. Для участников будут организованы экскурсии по достопримечательностям Абхазии. 11-й Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» проходит при поддержке президента и правительства Республики Абхазия. В Ткорчальской первой средней школе состоялся семинар совещания молодых литераторов. Встречу организовал Союз писателей Абхазии совместно с отделом образования Ткорчальского района. Впервые юные литераторы со всего района читали собственные стихи большой публике. Писатели отмечали, что у детей есть талант, который нужно развивать. Главной целью данного мероприятия является отбор лучших литераторов для участия в первом всеабхазском семинаре молодых литераторов. В начале этого года в Союзе писателей Абхазии мы организовали комиссию по работе с молодыми литераторами. И вот на основании этого мы будем проводить в каждом районе семинар совещания. Прежде всего надо отметить, что дети знают свой родной язык. Это самое главное. Уже в последующем они должны над собой работать. Но, конечно же, мы видим, не во всех, но в некоторых уже мы видим, что есть у них талант. Это много значит для нас. Мы хотим воспитать абхазского читателя. Вот для чего это все делается.
Абхазский писатель Владимир Делба работает над сборником рассказов об Абхазии, который будет издан Союзом литераторов России в рамках программы Министерства культуры России. Об этом сообщает Апснепресс. Идея подготовить для печати сборник рассказов об Абхазии принадлежит Союзу литераторов Российской Федерации. В него войдут как ранние рассказы, так и новые. Многие сюжеты взяты из воспоминаний автора. Так как российским читателям интересна Абхазия, ее культура, история, в планах писателя рассказать читателям о трагических судьбах известных людей Абхазии, репрессированных в 30-е годы. Сборник рассказов об Абхазии планируется к изданию в 2018 году. Но сейчас традиционно о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но местами ночью и утром возможны слабые осадки. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 18-20 тепла. Температура моря плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.